Остров Борнео. Миллионы лет эволюция его обитателей проходила в изоляции от всего мира. Она породила огромное многообразие диковинных существ. В широких реках, колоссальных лесах и на заболоченных землях попавшие на остров животные и растения столкнулись с невероятными трудностями, но нашли способы их преодолеть. Мы познакомим вас со странными, удивительными, а иногда и весьма причудливыми способами выживания обитателей этой страны эволюционных чудес. Секретное королевство Борнео. На острове произрастает невероятно большое количество разных видов непентусов. Небольшие речки, сбегающие с горных вершин Борнео, объединяют свои воды в единый большой поток. За водопадом Имбак притоки сливаются, образуя грандиозную реку Кинабатанген. Именно у подножия гор, в тепле низинных равнин, благоденствуют борнейские гиганты. Здесь, на ровной земле, Кинабатанген начинает извиваться в поисках пути наименьшего сопротивления. Река замедляет свой бег, и по берегам ее оседает ил, образуя богатую пойменную почву. Эта местность притягивает разнообразных животных. Пойма реки Кинабатанген – любимое место удивительных существ – орангутанов. Встретить их можно лишь на Борнео и на севере Суматры. Это единственный гоминоид, который выделяется оранжевой шерстью. Такая особенность возникла в процессе эволюции. В утренней прохладе все обитатели леса приходят в движение, отстаивают свои территории и ищут еду. Берега реки готовы удовлетворить даже весьма нескромный аппетит. По меркам Борнео, конечно. Борнейский слон почти на метр ниже своих родственников с большой земли. Как и в случае с другими видами, жизнь на острове потребовала от него изменений. Более стройное тело позволяет слонам проходить даже через густые джунгли. Но, несмотря на это, они все равно весят как большой внедорожник. В отличие от африканского слона, у данного вида бивни есть только у самцов. Из-за своего непредсказуемого характера самцы живут отдельно, а стадом управляет матриарх.
Обычно это самая взрослая и крупная самка, чьи знания и опыт помогают стаду переправляться через реки и уходить от возможной опасности. Хотя сейчас сезон дождей, в этом тропическом районе обычайно сухо и жарко. Столь желанный тропический ливень все не приходит. Возможно, нынешняя засуха самая суровая за последние полвека. Такое редко случается на острове Борнео. Неизвестно, когда закончится эта засуха. Долгая жара становится настоящим испытанием. Особенно для тех, у кого густой мех. Это животное держится воды. Познакомьтесь с самым маленьким и весьма редким представителем медвежьего семейства – малайским медведем. Его также называют солнечным медведем из-за пятна на груди, напоминающего восходящее солнце. Пятна у всех разные, как отпечатки пальцев у людей. Эти медведи прекрасно лазают по деревьям. Вертикальные стволы служат им лестницами. А загнутые ветви превращаются в кресла. Эти животные рождены для жизни на деревьях. У этого самца когти длинные, как выдвижные клинки. Под ногтевой пластиной проходит кость, что помогает увереннее хвататься за дерево. Этот медведь лазает по деревьям, как обезьяна, благодаря способности поворачивать передние лапы. Малайский медведь больше времени проводит на дереве, чем все его собратья. В отличие от других представителей семейства, у этого медведя на подошвах лап нет меха, что обеспечивает более крепкое сцепление с корой. Эти особенности позволяют ему заглянуть в другой мир, расположенный в 30 метрах над землей. Кроны деревьев – это его второй дом и кладовая, полная ягод, фруктов, яиц и меда.